Южное отдаленное сельское поселение. Сегодня здесь проживает 1300 человек. 2024 год станет для жителей одним из самых ярких. Ведь здесь с нетерпением ждут открытия двух социально значимых объектов. И не только. Для начала по порядку. Особенно остро в селе стоял вопрос необходимости строительства фельдшерско-акушерского пункта. Все эти годы пациентов медики принимают в старом приспособленном здании, где нет элементарных условий для оказания первой медицинской помощи, не говоря уже о современном оборудовании. Все уже позади. Новый ФАП построен и ждет своего открытия. Здесь предусмотрели стоматологический кабинет, лабораторию, кабинет гинеколога, ультразвуковой диагностики, условия для приема приезжих узких специалистов и не только. Фельдшер Липхан Яндиева ждала этого почти 30 лет. اشتم تحلخم وتقاعد شرام بولت ما أستيش بيش وتقاعد شرام بقدر يعج شو قط بيحكات إنه هي تتخبي بيج بولت حبيب واخ سو هم بريف كاج يردق بولت مخول يتوي هنساني هنس لورج خبر واقع عن خيطون ستماتولوج جينيكولوج واقع عن خيطون لابوراتوري خجيوخ ويرتش ناخا كأزدق بارتو خجي خلشتون ديكريتا. Рядом с ФАП строится еще один необходимый для сельского поселения объект. Это новая школа на 320 посадочных мест. Общеобразовательное учреждение возводят в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий». На сегодняшний день полностью возведен каркас здания. Строительными работами занимается подрядная организация «Капитал». Будем стараться, чтобы к новому учебному году завершить школу. Сегодня весь корпус железобетонный выстроен, кровля на 80% завершена, идет облицовка стен, идет электропроводка, внутренние стены перегородки все сделаны, фундаменты под ограждение сделаны, объекты энергетики, дизельная станция, электроподстанция, это все находится на площадке, все закуплено. Вот такая обстановка. Пока вот единственное, сегодня-завтра погода немного нас притормозит, а так все идет темпами. Рабочих в среднем у нас порядка 48 человек. Единственная школа в селе находится в старом здании. Из-за отсутствия условий урок физкультуры 5 класса проходит в кабинете. Здесь мечтают о собственном спортзале, о большой столовой и о актовом зале. С открытием новой школы процесс обучения охватит все стороны. В настоящее время у нас обучается в данной школе 266 учащихся и коллектив, соответственно. Помещений, как вы видите, очень мало. У нас кабинеты маленькие, они же не рассчитаны на школу. В очень тесных условиях мы занимаемся, работаем. Большой подарок для нашего села, для наших детишек, потому что мы с главой администрации часто посещаем это здание, в смысле строительства. Вы знаете, глаз радуется. Рассчитаны все условия. С 2023 года в Южном реализуют программу «Комплексное развитие сельских территорий», в рамках которой Минсельхоз Ингушетии планирует реализовать в селе 3 крупных проекта. Помимо строительства школы, здесь построят в этом году современный детский сад. Землю под будущий объект уже отвели, а также проведут масштабную модернизацию системы водоснабжения. О планах создать необходимую для села инфраструктуру главе республики Махмуду Али Калиматову на встрече рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Магомед Гагиев. Такие условия действительно необходимы для жителей. Изначально была заявлена протяженность где-то около 6 километров. Это то, что необходимо этому селу. Но мы небольшую корректировку там сделали и хотим с учетом потребностей непосредственно и района новостроек, то есть закрыть все село по сетям водоснабжения с учетом всей потребности, на порядка 10 километров будет сетей. К работам приступят уже скоро. Местные жители таких изменений ждут с нетерпением. Просто капельница от имет яс проюрта. Так бахна хаба хал больницы. А сегодня прием день до центра. Когда день лондис атмосфера бахна. Вача венчхан из вопрос эми аэри школ вопрос. С эя хуна цена дакля цат сучва бадри. Чи садик ханзе хамалежи объект жду хамали объект шона поручение шо пача поручение улу школи обращение же что центол дани даюляи ду хамали объект. Пача чо баркла безм бус бадри штикти чо внимание дяй цутунди дялаек исключительно диван. Наха поргото хугёж наха доступно худош хам
ديك حاجة واستغلال حاجة سادك والخني يعتوي دوق نيقش دات وقت إيش كان أسوشيني نو لينيا جيكش دوق بوخش دات بقدر يعيش ده عندي دوق план живой дел أخيت مستعجق يرجع. В 2020 году в Южном открыли Дом культуры, который стал первым в череде ярких перемен в селе. Жизнь здесь постепенно налаживается, чему местные жители очень рады. Запуском всех социально значимых учреждений улучшится качество жизни жителей отдаленного селения. Рина Цычуева, Султан Булгучев, Новости 24.